как бы я исходил из той сферы, то, что у нас вообще туризм так себе развит был в какой-то период времени все равно. Вот. И мне бы хотелось, особенно в Татарстане, вообще в России. Я до этого развивал проекты по всей России, по Москве, там, по Петербургу и так далее, по всем городам. Вот. И мне куда говорить? Туда? Или сюда? На меня, на меня. На вас? Вот. И, собственно, в определенный момент получилось так, что так как у нас, в нашей команды главное было это желание развивать вообще путешествия в России, мы пришли к тому, что нужно развивать загородный туризм, потому что в этом видели тенденцию определенную. Вот. И потом была поездка, у меня был такой большой долгий проект в Москва-Сити, открыл там капсульный отель «Башня Империя», и через некоторое время я там попутешествовал, некоторое время пожил на Бали, вернулся в Казань, и тут бамс, пандемия. А я приехал к отцу в Казань. До этого я жил в Москве, как бы у меня вся деятельность была из Москвы. Застрял в Казани на некоторое время, мы познакомились с Шатом Газизовым, это вот наш основной инвестор, мажоритарий, так скажем, человек, который вложил сюда много сил, энергии, денег и так далее, поверил в проект, то есть у него другие там бизнесы были тоже хорошо развиты. И в конечном счете мы с ним объединились, нашли эту землю, забрали себе и начали строиться. И, собственно, там, грубо говоря, в августе месяце 2020 года мы, в сентябре точнее, закрутили первую сваю, и через 6 месяцев к нам приехал уже Рустам Нургалиевич. Вот, тогда мы открыли, если не ошибаюсь, по примерно 10 или 11 домиков. У нас был небольшой такой ресторанчик, но мы не останавливались, после этого сделали банный комплекс, увеличили количество домов, построили ресторан. И вот уже там на протяжении 2 лет вот все строимся, расширяемся, и вот доросли до формата 52 домов, там, ресторана, этого всего. Сначала началось все там с 5-10 человек в команде, сейчас уже порядка 100 человек работают у нас в разных сферах. Такая история происхождения, так сказать. В этом году федеральный центр выделил льготные гранты, Да. в том числе для создания глэмпинга. Вы получили такую поддержку? В этом году, к сожалению, Татарстан вообще не выиграл эту поддержку. В прошлом году выделялось это, и мы получили 45 миллионов рублей от государственных инвестиций, при условии, что мы тоже вложим 45 миллионов рублей. В итоге мы вложили в проект 120 минус 45, где-то около 80-75 миллионов собственных средств, и 45 это было субсидии, собственно, то есть это они не выделяли деньги, пока мы, собственно, не вложили свои собственные средства, поэтому там все очень так грамотно у нас в Татарстане в этом плане построено. Не все регионы, на самом деле, так делают, некоторые регионы сразу выделяют деньги. У нас в этом плане дирекция и госкомитет в лице Сергея Евгеньевича, он очень так профессионально работает, так скажем, с точки зрения выделения денег, несмотря на то, что это был первый вообще опыт такого субсидирования в Татарстане, так скажем, через казначейство. До этого был Ростуризм, выделял по 3 миллиона в позапрошлом году. Вот, а в этом году уже там от 10 до 45 миллионов рублей выделяли уже на проект. Мы получили. Это вот в прошлом году было. В этом году уже Ростуризм, точнее, уже не Ростуризм, а Минэкономразвитие, Алексей Чернышенко, они уже тоже объявили там определенное количество денег, там около 3 миллиардов рублей на развитие туризма, но они выделили всем, но не Татарстану. Это, кстати, вот вчера Татарстану не выделили в этом году возможность получить субсидию на строительство модульных некапитальных средств размещения. Мы обошли сегодня территорию, честно говоря, прям поражены были. Вот вы говорите, что активно работали с лесным фондом и сами провели большую работу по очистке территорий. Вот как выстраивается работа с лесным фондом, и делали вы перспективную оценку на будущее в потенциале других территорий в Татарстане? Где еще можно открыть такие парки? Много очень на самом деле мест. Начну с конца, с последнего вопроса. Много на самом деле мест в Татарстане. У нас очень есть много лесов интересных, потому что, знаете, вот загородные объекты отдыха, они конкурируют по 3 вещам вообще. Первое — это локация, второе — это виды домов, так скажем, номеров, наполнение этих номеров и так далее. И третье — это атмосфера, которую создает этот объект, то есть там сервис, услуги какие-то, доп. Ценности и так далее и тому подобное. Вот если говорить про первую часть, то у нас очень много таких конкурентных локаций в Казани, которые прям, особенно там Верхнеуслонский район, если рассматривать, Камское море, то есть у нас прям вот 3-4 прям очень таких больших козырных мест в Казани есть, которые могут еще наполниться огромным количеством объектов.
если туда вложить, так скажем, хорошие средства. Вот. По поводу первого вопроса, по поводу лесфонда, как любая госструктура, они имеют свои определенные регламенты, свои определенные цели. И, к сожалению, вообще лесфонд, он не подчиняется, Татарстану, он подчиняется федеральному органу власти. Вот, поэтому немножко с ними в этом плане сложнее было. Но мы нашли с ними общий язык, потому что у них есть основная цель, это условно сохранение леса, преобразование его, улучшение и так далее и тому подобное. И мы, собственно, когда поняли определенные какие-то намерения, наверное, цели, которые есть у этой структуры, мы просто начали их преследовать, включили их в свои подцели и, собственно, начали в эту сторону тоже развиваться, потому что фактически это нам не мешает. Если это нам не мешает развиваться бизнесу, то значит мы просто придерживаемся этих правил, развиваемся в этом направлении и все. И поэтому лесфонд понимает о том, что, конечно, здесь еще, безусловно, правильное взаимодействие учредителей с этими органами. То есть это мы их не отвергаем, мы не говорим не обращайтесь к нам, идите если хотите приходить, пишите, не знаю, приказы, еще что-то. Нет, мы по-человечески с ними общаемся. Если даже бывали какие-то вопросы, например, вот у нас полуостров, возможно, вы видели, он у нас за последние 10 лет, мы анализировали по картам, очень сильно размыло его. И нам хотелось укрепить, но укрепить берег мы не имеем права. Хотя, государство и любой адекватный человек чтобы вообще этот берег укрепили. Но просто законы не разрешают это, потому что это лесфонд, там нельзя сделать реальное укрепление берега. Укрепление берега — это бетонные конструкции, это, собственно, специальные сваи и так далее и тому подобное. Когда мы это рассказали и привели сюда лесников, привели экологистов, они такие, да, но он не позволяет. И мы нашли решение этому. Мы сделали винтовые сваи, которые никоим образом не регламентируются законом, и укрепили берег. То есть сделали кровлю. Да, может быть, это не настолько красиво, как было бы, если бы бетонное это было бы укрепление, но зато мы спасли ту часть островка, полуостровка, который тоже является таким очень интересным, не знаю, как это назвать. Это полуостров, который украшает все равно так или иначе наш объект. И вообще, когда по Волге едешь, это очень красивое, такое интересное место. Когда мы были в Камском устье, нам как раз говорили, что ежегодно берег обрушается на 10-20 сантиметров. Но это не только здесь, недалеко от набережных Челнов, где Кама находится. То есть это актуальная проблема, наверное, для всего региона. Вообще, да. Знаете, еще такой вопрос. Вы упомянули проект «Камское море». Несколько недель назад Рустаму Нургалиевичу был проект представлен, но была такая информация, что еще не найден инвестор. Вам такое предложение не поступало? Выступить? И как вы отнеслись к этому? Мы, как сказать... Там сумма на порядок больше, чем здесь? Много, да. И на данный момент у нас у каждого партнера есть еще свои собственные бизнесы. Как и у меня, так и у Ильшата Газиза, Азата Халимбаева, всех инвесторов, которые у нас есть. И мы пока развиваем этот проект, пока не доведем его до автоматизма. У нас очень много еще работы в операционке, очень много работы в сервисе. Хочется сделать его таким, показательным проектом, в который бы не стыдно было, чтобы приезжали люди не только со всей России, но и, дай бог, когда откроются границы со всего мира, чтобы они кайфовали от того, как мы можем это делать реально. То есть здесь работы очень много, поэтому немножко раздвоиться, расклонироваться тяжело. Мы пытались, нам предлагали какие-то объекты, в которые мы даже уже деньгами начинали заходить, но мы понимали о том, что просто так как все вытягиваем на себе, тяжело, раздвоиться и начать заниматься чем-то еще. То есть, когда бы мы довели до какого-то, наверное, определенного апогея, наверное, развития здесь, то, наверное, может быть, мы бы рассмотрели бы дальше. Пока, эти предложения поступают постоянно из других регионов, начиная от Алтая и Юга до Татарстана. Поэтому пока не рассматриваем. Вы помните свой первый проект? Как он развивался? Самостоятельно или при поддержке, может быть, отца или своих друзей? Свой первый проект вообще? Да, это было 18 лет, это была маркетинговая студия в веб-сайтах, в дизайне и так далее. Я просто работал в найме с 17 лет менеджером по продажам в одном бизнесе. Узнал, как там все устроено, мы просто за другом взяли и начали организовывать такое же, узнав просто, как это вы всегда ловите первую волну? Стараемся, по крайней мере. Да я думаю, все предприниматели такие.
стараются, как бы учуют какую-то определенную такую веяние не моды, наверное, а тенденции, за которые нужно так или иначе пойти, прийти первым, потому что без этого предприимчивость, она теряет смысл. А сегодня сколько вот аналогичных игроков на вашем рынке в Татарстане? Ну, или ваши конкуренты? Если рассматривать вообще рынок глэмпинга, то их порядка уже 30 сейчас. Но проблема в том, что ни у кого нет такого номерного фонда, такого спектра услуг, такого разнообразия домиков. Ну, то есть по многим фронтам мы впереди. И если говорить о конкурентах, то их нету. Если говорить там о таких смежных конкурентах, куда еще наши гости едут, то их много, безусловно. Просто с точки зрения, наверное, загрузки и выручки нашей, можно говорить о том, что сначала постоянно едут к нам, а потом, если у нас нету мест, то едут в другие места. Я знаю, что руководство Агрызского района хотело привлечь инвесторов, в том числе для развития туристического кластера в Красном Бару. У вас был такой разговор или встреча? С Агрызским районом они приезжали к нам, они изучали нашу и предлагали, безусловно. Но пока мы вот в такой стадии, что мы не можем никаким образом там уделить им время. Предлагали. Многие, я же говорю, к нам приезжали как из Казахстана, с ближайших каких-то республик перенимать опыт. То есть для многих Татарстан в этом плане показал такую планку того, что можно это делать настолько хорошо. Но, безусловно, нам очень много куда расти. Просто с точки зрения, наверное, усредненного продукта на рынке, да, мы сделали достаточно, такой продукт, которым можно гордиться. Сегодня один из организаторов рассказал о том, что он занимается халяльным бизнесом и исламским банкингом. А вот в дальнейшем нет такого проекта для создания туристической зоны с учетом исламской традиции? Наверное, есть же такой спрос? Есть один проект, такой халяль резорт, который реализовали там еще 1,5 года назад. Он пользуется каким-то определенным спросом, но ограничивать это, знаете как, когда по М7 едешь в сторону Иннополиса, слева, как-то вот так, или... Недалеко от Снежных холмов? Да, что в этом роде. Если бить халяль резорт, то я, честно, у них ни разу не был, видел фотографии, но они прям акцентируют внимание на том, что у них чисто халяльный отдых, у них там нет возможности купальника или еще что-то, но и там халяль питание, и там много что. Есть ограничения какие-то определенные, там собаками нельзя и так далее. Но мы в этом плане, мы же... Это более демократично. Я считаю то, что просто создать продукт для определенной целевой аудитории, сузив ее, оно имеет место быть, но, наверное, не на нашем рынке. То есть это тяжело для бизнеса. И я прекрасно понимаю, как это тоже нелегко там сейчас. Тем более они сезонные продукты. Потому что, оказывать хорошую услугу всем лучше, чем хорошую услугу только выборочно. Мне кажется, я такое мнение. Вы бизнес как диверсифицируете? Какие вообще проекты вы видите, кроме туристических целей? У меня лично есть образовательный проект. Есть у нас, я также все равно открываю хостелы. Сейчас мы создаем там управляющую компанию для управления такими объектами. Тоже Гульшат, у него металлоконструкции, еще добавок вот эти футбольные поля, похожие на этот манеж, тоже строят сейчас. То есть он сфокусирован сейчас больше даже на их. Сфокусирован больше на утрау, сейчас больше сфокусирован на физре. То есть это, в общем, компания по футбольным манежам. Два манежа есть в Казани, около конного этого ипподрома. Сейчас еще 5 открывают, они там выиграли грант на 300 миллионов рублей государства. Расскажите нам о своих образовательных проектах. У нас как раз образовательный портал и есть несколько изданий для педагогического сообщества. Сегодня очень востребованы и интернет-образовательные услуги. Мы, в общем, где-то в прошлом году, в сентябре или октябре, поняли то, что огромное количество есть запроса на то, чтобы поделиться, как мы это делали. Мы просто записали, по-моему, 8 или 10 модулей разных, по несколько уроков того, как это все строится. И мы там продавали, у нас там было порядка 70 учеников. И это такая своеобразная, как по автоворонке обучение проходит оно.
и сейчас там обучаются люди. Вот, иногда я там бываю на сессиях каких-то с этими людьми. То есть это люди, которые тоже хотят научиться, и мы им даем фактически просто знания, которые мы здесь приобрели на объекте, и делимся этим с ними. То есть вы очень бизнес. Да, можно так сказать. Спасибо большое за интервью.